Из окон Центра управления Республикой Башкортостан открывается вот такой шикарный вид на реку Белую. И все изменения в погоде мы видим вот так вот воочию, красиво. Действительно, осень 2021 года радовала жителей нашей республики замечательной погодой. Было солнечно, тепло, была хорошая погода. Но у природы свои законы, и хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, мы видим изменения и ухудшение природных условий. О том, какие опасности могут влечь за собой изменения погоды, мы сегодня поговорим с представителем Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Якшигуловой Эльвиной Амировной. Эльвина Амировна, доброе утро. Доброе утро. Начнем традиционно. Какие у нас были происшествия за прошедшие сутки? Что значимого и важного случилось у нас в республике? За прошедшие сутки на территории республики чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. По оперативным данным произошло 37 техногенных пожаров, к счастью, без пострадавших и погибших. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Действительно, к счастью, потому что те, кто смотрит за нами, те, кто смотрит наши стримы, прямые эфиры, видят, что практически ежесуточно, в том числе из-за неосторожности, происходят у нас, к сожалению, страшные трагедии. Вот мы очень рады, конечно, что за прошедшие сутки все было спокойно и хорошо, пострадавших нет. Эльвина Амировна, наша тема сегодня все-таки погода. Погода ухудшилась, но вроде бы нету еще гололеда, нету снега, однако действительно такая погода, дождь могут влечь за собой какие-то опасности? Да, все верно. В течение недели ожидается неустойчивый характер погоды. В начале недели пройдут небольшие дожди, а к середине недели ожидается понижение температуры воздуха вследствие прохождения атмосферного фронта. И ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. И, как следствие, на отдельных участках дорог республики ожидается гололед. Давайте отдельно тогда поговорим про водителей наших, про тех, у кого есть автотранспорт, потому что, наверное, здесь свои правила, и отдельно поговорим про пешеходов. Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям республики основные правила безопасности при ухудшении погодных условий. Необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Давайте остановимся, все-таки очень такая важная тема, потому что утро, пробки, сейчас едут все на работу, и соблюдать вот эту дистанцию не всегда кажется даже логичным где-то, потому что все спешат, а поток большой, но все-таки вот такое важное правило, о котором знают все автоводители, может сохранить жизни, так и Эльвина? Да, все верно. Следующая наша рекомендация: во время гололеда снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасного явления иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Хорошее правило. Эльвина Амировна, все-таки когда нужно менять резину? В ближайшее время уже лучше поменять резину. Мы об этом говорили в наших предыдущих эфирах. И сейчас тоже напоминаем, когда температура уже несколько суток сохраняет определенную отметку, водители знают эту отметку, уже следует поменять зимнюю резину. Поэтому напоминаем, уважаемые зрители, те, кто еще не поменял резину, пожалуйста, сейчас самое время, потому что погода будет ухудшаться. Да, все верно. И еще одно важное правило: водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Ну, это, да, действительно важное правило и для пешеходов, и для водителей. Отдельно про пешеходов поговорим. Да. Наши рекомендации несложные пешеходам при ухудшении погодных условий. Нужно быть максимально бдительными в условиях непогоды и перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает. Мы неоднократно говорили о том, чтобы надевать какие-то светоотражающие предметы одежды, либо клеить. Мы так понимаем, в виде наклеек есть, да, можно что-то приклеить к себе на сумку, на рюкзак, тем более ребенку, потому что сейчас утром, когда все спешат на работу и в школу, еще темно. Это тоже позволит пешеходам быть заметными для автолюбителей и поможет сохранить даже жизни. Да, все верно. Это одно из тоже из наших рекомендаций. При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению. Ну, тоже известно, я думаю, всем правила с детства. И последнее важное правило: помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии и также в условиях гололеда значительно увеличивается.
Мы все спешим, мы все куда-то бежим, особенно по утрам, вечером спешим домой. Жизнь у нас теперь такая быстрая, но все-таки вот где-то остановиться, где-то пропустить машину пешеходу, либо машине пропустить пешехода, это позволит сохранить действительно и здоровье, и жизни. И вот такое небольшое и действительно простое правило очень важно, и просим, дорогие зрители, не забывать об этом. Пожелайте нашим зрителям, Ирина Амировна, хорошего дня, я думаю. Да, желаем вам хорошего дня от имени Государственного комитета и просим вас соблюдать эти несложные правила. А мы, Центр управления Республикой Башкортостан, каждое утро встречаемся с вами, поэтому найдите время, найдите 5 минут посмотреть наш эфир и вспомнить самые простые правила, чтобы сохранить здоровье ваше и ваших близких. Крепкого всем здоровья и хорошего дня!